общем, видно, что здесь еще никто до нас не проезжал. Мы поднимаемся на первую избушку, и туда машины никто не ездил, и туда на машине еще никто не ездил, и каждым годом все реже и реже проезжают по этой дороге. Дорога уже практически заросло травой, завалинами, и не знаю сколько лет, но через некоторое время вообще дороги, наверное, думаю, здесь не будет, если так в таком темпе будут ездить. А выше нашей избушки надо вот как-нибудь сходить, поснимать. Думаю, там дорога, полдорога ушло уже в речку. Течением промывает там. А раньше по этой дороге ездили Госпромхоз там, или кто там, совхоз, Госпромхоз. Два сила, нет, даже 3 бывало сила. Поднимались каждый день. Людей возили на сенокос. А сейчас дорога вон травой все заросло. Да, следов вообще нету. На мотике, наверное, он только кто-то поднимался еще. Так что вообще как будто здесь дороги нету. Луг, сенокос. И не рубили вон эти упавшие мелкие деревья. Все целое. Это 1,5 километра, наверное, осталось до избы. Сейчас уже скоро доедем. Сегодня Айда с нами бегает. Всю дорогу она пробежала. Я ее отпустил там. Все равно мы быстро не можем ехать, дорога убитая. Но хоть сейчас немножко подсохло и ехать легче. Первый раз еду и толком вспоминаю, еду и вспоминаю, где колея глубокая, где еще какие препятствия. Если новичку тоже здесь много застревают. Только что высохли ямы, и там глинистое место, и пробуксовка едет машина. И передок включен. Если выключить, УАЗик не проедет. Везде буксует. И здесь тоже вон как промывает. Каждым годом все больше и больше промывает. Ну вот спрашивают, на какой реке я рыбачу. Вот река Нившера. До сюда по реке где-то 17 километров до избушки. На следующем повороте уже наши избушки. Здесь уже мы повернем на луг. Вон, смотри, там сколько луг плещется, крепкий. Возле кустов уже пуста. Это ельцы там и верхоплавки. Вот здесь окуней, когда ловим, здесь очень много, как начнут плескаться, десятки штук, даже очень много. Вон сейчас тоже у них какой-то жор началось, поверх течению там, на комары, там машкара еще течет, им кормятся. Это упущу там. Избушка, и травы здесь очень много, даже надо скосить вот именно в этом месте. Думаю, можно скосить и возле избушки там.
уже одолели вон до половины сенокоса уже вон. Все расширяются. Дальше и дальше идут. Ромашки-то сколько. Вот так. И ходят их сюда. Айда. Айда. Салам заракарка. С весны уже я здесь не был. Когда на верхнюю избушку поднимался, останавливался. Давненько уже здесь не бывал. Хорошо. Запах избы я чувствую. Запах избы. Запах немножко сырости. Ох, бля. Посмотрите, ребята, плесень, плесень. Плесень что творит. Вот это уже нехорошо. По всему венцу круговую идет. Ай. Здесь дровишка у меня еще. Но это с весны ребята мне оставили. Плесень отсюда вот начинал и все, пошел. Я выгонял и там уже все. Взяли так и да. Вот это да. Вот зараза такая тоже. Видно? Да. Свежие грибы. Грибы в избушке. Все, процесс пошел. Начали работать. Косим траву. Вот здесь уже немножко откосили. Травы много в этом году, очень много. Здесь обычно практически их нету, а в этом году очень много. И очень много ромашек. Так, ну мы взяли с собой еще пилу, топливо. Здесь запчасти для триммера. Это у напарника. Короче, бич-пакет, это еда. Все это дело мы с собой взяли. И тачку на всякий пожарный вдруг пригодится. Сено собирать или еще. Очень много ромашки. Так. Ну здесь косим, это высохнет, травы мало останется. Так, ну что тут? Река. Пихта. С весны еще. Вон еще живая. Вон сколько шишек. Свежих тоже. Свежих шишек очень много. Или я ошибаюсь, наверное, это елка все-таки. Я думаю, это елка. Здесь для рыбалки хорошее место такое, вон. Смотрите. Очень хорошее место. Течение маленькое. Глубина здесь где-то метра 2, наверное. Где-то или 1,5 от силы. От 1,5 до 2 метров. Там хорошее место для спиннингования. Если спиннингом там покидать, интересное место тоже. Но я оттуда еще рыбу на спиннинг не помню, что мне попадалось. Там я вставляю обычно эти ветеля. Вот на ветель это бывало что-то попадалось и на лиме, и щука. А на спиннинг нет. Что-то не очень. Айде хорошо. Айда радуется, наслаждается. И тулана я сегодня не взял, потому что сейчас мы косим траву, и ну, он щенок играет, и боюсь, что может прыгнуть может попасться под косу. И думаю, лучше. А это уже так, вон птицы, наверное, где-то моторка, наверное, идет. Сейчас посмотрим. В следующий раз поход, наверное, возьму тулана. А сегодня айда. Да, ну сейчас китайские моторы работают как трактор. Ну да, многолань.
Сейчас с Алексеевки знакомый. Пошли. Вот летелам. Все, уехал. Уехал знакомый. Оказывается, на мою избушку, на верхнюю он поднимался. Поговорили, все нормально, говорит. Непроходимые заторы сейчас. Вода мелкая. Кое-как, говорит, съездил. Больше, говорит, туда не подниматься не буду. Воды нету. В общем, работаем. Думал, спички забыл. Что-то долго я не мог найти спички. В избушке нету. В самом избушке. А потом у меня там как складовка, кладовая. Там некоторые вещи я за замком держу. И спички оказались там. Так. Надеюсь, разгорится там фиговые дрова, честное слово. Очень много дыма от него, от пихтача. Но дым не помешает, потому что много комаров, и дым разгонит этих комаров. О, хорошо. Сразу чувствую, что мы в походе. Чувствуется запах дыма. Я балдею. От этого я балдею. О, хорошо. Айда тоже место не находит. Комары достали ее, но ничего. Чем в вольере сидеть. Лучше на природе побыть. Да? Перетерпеть надо придется. Все, сейчас сходим за водой и поставим чайник. Будем кипятить чай. Заварим свежую заварку и будем пить чай. Хорошо, разгорелось. Так, Айда впереди меня побежала за водой. Ох, сейчас опять будет купаться. Наверное, что-то учуяла. Птицы. Птицы летают. Фу. Так. Айда.
Не лезь в воду. Так, где-то нам надо набрать. Мыло, уйди. Фу. Немножко мутная, как будто смотрится вода. Но, в принципе, чистая она. Очень даже чистая. Трава видна. Щуки здесь, наверное, тоже есть. Надо бы тоже по спиннингам погадать на это вечером. Сейчас пока некогда. Заняты немножко мы сейчас. Хорошо. Погода не подводит. Светло, солнечно. Ветрено, северный ветер. Вот так вот. Пока шел с ведром, он укусил трубка. Мы называем трубкой. Кто как называет? Блин, этот триммер. И вон. Наверное, качает у меня кровь. Вон, видели как? Не знаю, сколько миллилитров он за раз выпивает. Но комар вроде как одну каплю. А для него, наверное, не знаю, может капель 5 выпьет. Такой боли не ощущается, но когда вот укусил, но, наверное, сейчас он выпьет и после того, как улетит, что я не дам этого сделать, после того, как он должен улететь, там, наверное, пруток такой останется, ну, все, кирдык ему, все, хана ему, в общем, замочил я его. Короче, одну заправку скосили. Тут за домом один покос такой прошлись. И здесь вот такой участок. Одна заправка. Не знаю, сколько миллилитров там. Пол-литра, наверное, может меньше. И вот такой участок скосили. Вот здесь. Ну, здесь немножко осталось. Короче, триммер очень много жрет бензина. И первая поломка тоже. Ну как поломка? Смотрите, что творится. Причина этому открутился этот болт. Ой, не болт, а гайка. Этот нож я делал сам тоже, самодельный. Как сказать, заводской, который идет с триммером. Он сделан из такого материала, что если куда-то попадет, сразу, ну, быстро он гнется. Вот это тоже уже много земли. По земле, вот когда в землю попадает, он быстро затупляется тоже. Но все равно дольше работает, чем заводская. Заводская вообще говно. Айда наслаждается. Сейчас никуда от меня не отходит. Все время возле меня. Но это поправимое дело. Это поправимо. Сейчас это откручу, заново закрутим и дальше будем работать. Ключи есть, все есть. Ну там на донышко там осталось там буквально 10 миллилитров и все. Вот такие дела. Триммером намного быстрее, чем горбушой или литовкой. Литовкой я не косил, а горбушой. Кома коса, которая, ну, если с ним горбушой целый день косить, это, конечно, тяжеловато. Раньше все мы это дело косили тут. Но все уже зарастает, блин. Здесь вот сколько березы уже. Вон здесь сток стоял, а там уже одна колышко только осталась. Вон, одна колышко. И как будто здесь ничего и не было. Здесь хотя мы тоже поля были, сено косили.
Здесь тоже вот такие кустарники были, вот такие. Здесь половина луга была в кустарниках. И мы с дедом весной неделями здесь мы жили и рубили эти кустарники, все сжигали. Все до последнего, до последнего кустика все сжигали и ничего не оставляли. А там уже пни тоже мы рубили, все это дело. Ровный луг получалось после того, как вырубаешь вот такие кустарники. И расширялись как можно больше, чтобы луг был. Потому что тоже везде луга были заняты. А когда ты сам делаешь своими руками луг, это уже, считай, твое. Уже на твоей территории никто не залезет. Каждый год тоже здесь я снимаю, показываю. Ну, из подписчиков, кто смотрит, не пропускает мои видео. Там уже должны знать, где, что я снимаю, показываю, рассказываю. Вот здесь тоже ни разу уже показывал. Но как это не показать? Смотрите, вот здесь сплошной луг был. Вот тоже одна колышко осталась. Стога, там 2 или 3 стога были, тоже стояли. Целыми ночами тут лошадями косили траву. А сейчас лес. Я вам говорю, через лет 5, вот если кто еще из подписчиков, если я буду снимать, и кто из подписчиков будет смотреть все мои фильмы, я буду снимать каждый год. И будете видеть, как все зарастает. И ну вот, тоже тайга будет здесь. Ну, здесь сосны пошли, вот. Все сосны, в основном. Сосны и береза. Ну, да, дороги не будет, луга, все зарастут. Ну, ничего не останется вообще. Не знаю, что будет.